Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы приветствуем всех наших любимых телезрителей на телеканале Якутия-24. Новый год, новые эмоции, новые желания и новые краски. Сегодня мы находимся в творческой мастерской у уникального человека. Это народный художник Республики Саха-Якутия, член Союза художников Российской Федерации, отличник культуры, учитель учителей и кавалер Ордена Дружбы. Это Николай Николаевич Иннокентьев. Чем он уникален, вы узнаете сегодня из нашего эфира. Конечно же, это его работы. Обратите внимание, в этой мастерской очень много красивейших работ этого мастера. Давайте побыстрее с ним познакомимся и узнаем побольше о его любимом деле. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. У вас, конечно, здесь просто необычайная красота. Но мы хотели бы поподробнее узнать вот о некоторых работах, которые для вас, возможно, вот прям памятные и дорогие. Я хотел бы сказать сначала о работах моих дочерей. Мои трое дочерей закончили Академию художеств втроем. В Москве училась, двое учились в Москве, закончили Академию художеств. А старшая дочка закончила Академию художеств в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Вот, скажем, перед вами ученическая работа, студенческая работа, вот, на пятого курса. Это вашей дочери? Это дочери, работа Марии Николаевны. Учебная работа, просто так вывесил, показать, чтобы интересовались люди. Это в каком году? Учебная, это где-то в 2000-х годах, наверное. 2000-х, Она да. закончила давно. А рядом висит младшая дочери работа. Вот И младшая дочь тоже художница? Дочь, да, трое дочерей у меня. Ага. И еще младшей дочери работа, вот это висит. Это. Очень красиво. Это мы были там за Хатыстыром, в поселке Енгри. Нет, не Енгри, а Угаяне были. Угаяне. Там мы были, там еще у оленеводов. То есть Вот. это работа дочери. А средняя дочь стала художником? Средняя дочь, она закончила Суриковский институт с отличием. Она стала художником и очень хотела бы, конечно, работы моих дочерей хочу показать. Ее работу я сейчас покажу. Покажите. Ага. Вот видите, настоящий отец, да, в первую очередь хочет показать не свои достижения и свои работы, а работы своих дочерей. Потому что действительно дочери пошли по его стопам. И сегодня вот такие красивые картины, да, написаны ими. Вот это где-то в районе Булгуняхтах мы были, там она, дочка посмотрела, вот эту картину сделала. Очень красиво. Вот. Они втроем являются лауреатами премии России «Молодые годы». Вот, триптих был вот это. Раз из 3 картин работ состоит. Работа, вот, средний час проводы. И вот это, как можно сказать, левая часть наша бабушка сидит. На фоне вот это, он там, Лена Булгуняк, так смотрится там. Вот. Вы их с самых малых лет учили, да, такому мастерству? Или они просто, глядя на вас, они, глядя на меня, учились. И специально я не учил. То есть они смотрели специально за вами? Не учил, Мы хотели младшую дочь, чтобы она рядом была, хотели, чтобы она училась в нашем университете. А у меня дочка заплакала, что вот старшие дочери там учатся, я там тоже хочу учиться. И поступила ко мне с плачем. Я преподавал всю жизнь в художественном училище. Вот. Училась, потом поступила в Суриковский, то же самое. Старшая дочь была представлена государственной награде. Вот. Постановили, вот, Союз художников России, постановили выдвинуть на соискание премии правительства Российской Федерации в области культуры в 2006 году за живописные произведения триптика «Доблесть фронтовая, трудовая» и «Трудовая». Вот. Художника Иннокентьевой Марии Николаевны. Вот, среднюю, вот, главную вот эту работу я хотел показать. Сейчас, подождите-ка.
То есть вы гордитесь прям, да, Я, конечно, работами своей вот дочери? вот они, вот. Вот эта и книга «Молодые художники России». Ага, большая книга. И там лауреаты и дипломанты всероссийских выставок. 2001, Да, 2007, молодые 2010 художники годов. России. И Сейчас я здесь покажу есть- работы старшей дочери. Вот она. Вот она, ага. Вот эта работа, вот эта. Они все вот эти находятся в Москве. Вот, вот. Мария Николаевна работа, старшей дочери. Младшей дочери работа. Ушницкая Италина Николаевна. Тоже дипломант Союза художников России 2007 года. Вот. Молодцы. Ага. «Белый теплоход» называется. Изобразительное искусство России. Ага. Здесь тоже работают дочери. Да, младшей дочери работа. Вот эта работа мне очень нравится. Вот это, она с натуры сделала это, Италина Ушницкая. 2010 «Белые год. ночи», 2010 год. Вот она была вчера со студентами, преподавала. Вот. И вот видишь, как дыхание, время тут чувствуется. Годы войны было так, он детская, как стоит там, заброшенной вот этой. «Искусство нации», вторая часть, 92-2012 годы. И моя дочка, вот, тут находятся все, ну, со всех бывших республик вот, работы художников напечатаны. Моя дочка всегда печатается, там она живет в Киргизии, это моя дочка. В киргизском одеянии, внучка сидит, вот это моя дочка. Работа Нюргияны Иннокентьевой. Это средняя дочь. Да, средняя дочка, ага. Нюргияны Иннокентьевой. Вот работа моей средней дочери, Нюргияны Иннокентьевой, которая живет в Киргизии. Показала жизнь, как там идет. Картина называется «На большую семью». Ага. Отлично показано, как мастеровито все по свету она взяла. Время свое показала, как там люди живут. Этой работы мы представляем. Николай Николаевич, а вы Ага, вообще вот строгий это. критик своих дочерей? Вы их все время поощряли за работы или наоборот, вот как специалист вы говорили, тут неправильно, тут неправильно? Мне кажется, слишком, критиковал, наверное, и немножко задерживал. Наоборот, видимо, я в последнее время чувствую, надо было, чего хотели, то и делали, наверное. Меня всегда спрашивали, а это замечание не те давал, кажется. Сейчас я на старости начал понять. Понимать, да? То есть Понимать, все-таки вы ага, считаете, понимать. что в творчестве детей нужно лучше поддерживать, да? Ну, это мое старание поддержать Слишком было. слишком было, наверное, да? Потому что я человек своего времени. Своего времени. Вот. И как-то у меня в жизненные требования было сильно подчиняющиеся к реалиям того времени. Я свою работу начал портретистом. Ага. Портретистом начал. И в советское время участвовал в молодежных выставках, когда молодой был. Художник молодым называется до 35 лет. Ага. Участвовал я. И, конечно же, мою работу там, кажется, отмечали в журнале «Огонек». Вот. В этой работе напечатали мою работу. Ага. Отметив Академию художеств СССР. Я там выставлялся, вот это, в Академии художеств. И вот этой работой с начала второй год, ну да. Это портрет Винокурова Гаврила. Он сейчас находится в Намсах. Очень хороший, до сих пор мы с ним друзья. Вот. В Беркаките он работал когда. Вот, написал его портрет. Ну, конечно, сначала было сложно. Вот он. Ну и удачная работа, кажется, мне похвалили в Академии художеств. Да. Августа Ивановна Коломес, там, секретарь правления Союза художественной академии, сказала, что самые лучшие места в твоей работу выставили. И вот это с другими лучшими работами ага,
отправили на выставку во всех в то время социалистических лагерях Германии, Чехословакии, Польши, Болгарии, Румынии. В этих местах она выставлялась с лучшими работами российских художников, молодых художников. Ну, портретистов было мало. Вот тут тоже есть моя работа, скажем. Я немножко объясню вот это про характер. Вот тоже в этом печатался вот Леонид Ильич Брежнев в то время. Вот, вот старика. Я очень хочу вам показать и объяснять, как написано было. Вот это. Вот. Обе работы, они напечатались где-то, нет, не где-то, а точно тут написано на задней стороне, сколько экземпляров вот здесь находится, да? 3 840 000 экземпляров. Значит, видимо, все-таки каждые семьи видят. Ну, самое малое, наверное, если около 3-4 миллионов, если напечатаны, значит, наверняка самые меньшие, наверное, 10 миллионов человек, наверное, видели, наверное. Посмотрели, да. Кто такие народы живут в России, СССР в то время. Тогда комсомол отправлял нас сюда на выставку. Комсомоле мне не дали и не объявили, что у меня приглашение есть. Я потому не выехал туда. Вот. Оказывается, они отправляли, а комсомол там держал, не отправлял меня на выставку, да? Да, конечно, было видно тогда. То есть это вот ваши такие самые крупные, да, работы, Самые которые крупные прям работы, у вас навсегда останутся в памяти, наверное, в семье, да, да, из поколения в поколение. Ага. А сейчас где эти картины? Сейчас они находятся в Москве. Тут темновато, тут напечатано. Вот. Тут тоже поискал. Большая работа. Примерно вот такого размера. Вот эти картины, да. Сразу двоих портретировал. Вот. Немножко срежиссировал, как надо делать. И поиски были, конечно. И вот этот дежурил, а этот дежурства не было, и он читал книгу. И вот видишь, в такой момент, перестаньте вот так, сидите, вот так я вас обоих нарисую. Они мерзлотоведы. Вон валенки сушатся там, куржак. Это вагончики я написал. Прямо в вагончике написал. Вот. Их приборы, вот это. Постоянная экспозиция сейчас, постоянная да? Национального экспозиция, художественного музея. И вот эта работа была тогда в Западном Берлине с художниками России. И государство Люксембург, кажется, если там была, выставлялась вот эта работа. Ну, за эту работу мне дали премию ЦК ВЛКСМ. И вот, пожалуйста, вот, годы войны у нас. Колосья собирали наши. Вон. Боялись они. Вот. Сбор колосьев называется картина. И сейчас это находится в музее. Я подарил вот эту работу. Наш музей. Вот это. Сбор колосьев. Ну, напечатано-то как не так, конечно же. Мальчик стоит и боится, там кто-то придет, там стукнет нас. Это сейчас тоже находится в музее. Иногда выставляется большая работа. Я писал это, написал в Малыкае, в Нюрбинском районе. Местность там. Это тоже ваша любимая, Это да? моя любимая работа. Но я всю жизнь старался писать только жизнь своего народа. Так. Не старался там эгоцентризмом заниматься. Что такое эгоцентризм, как по моему понятию, это только себя показать, себя выставлять. Вот. А забыть, все-таки философы наши, начиная с Белинского, говорили, что надо писать все-таки, чем дышит свой народ. У своего народа, любого народа есть свои идеи. У нашего народа тоже были идеи. Да. Они говорят, ты, говорит, социалист. Да, я реалист, соцреализм там был. Что плохого в этом, что я показал жизнь своего народа,
Сейчас такого нет. В свое время показал. Вот было такое. Николай Николаевич уже много лет занимается преподавательской деятельностью. И именно в этой творческой мастерской зарождаются те самые уникальные картины. И вот мы сейчас стали свидетелем, да, того, как ученица Николая Николаевича делает такой набросок, да. Вот как происходит вообще процесс у вас, Николай Николаевич? То есть вы стоите вот прям над душой, да, или нет? Или вы просто сначала ждете, пока она окончит, и потом подправляете? Как вообще обучают этому? Этому делу, да, сначала мы пишем этюды. Она у меня прошла, скажем, вот, Анастасия Кириллина, она прошла у меня все курсы в основном, да, и мы были на этюдах, и с этих этюдов она пишет, вот, делает вот картины. Вот, примерно вон с того этюда, скажем, да, вместе писали. Ага. Вот. То есть, а вообще образ, идею вы диктуете условия или она сама? Как вообще происходит? Ученица? Образ и идею сообща мы делаем. То, что моя ученица хочет сделать, я хочу дополняю, может, это можно делать, этого не надо делать. В этом и состоит учеба композиции. Вот, скажем, она отличные композиции сделала у меня. Вот рядом стоит. А это ее готовая работа И уже? готовая работа, да, вот это, вот очень красиво. Даже Состояние природы передала. даже не поверить Начало в то, очень, что да, это, красиво, краска. да. Кажется, Вот. как фотография какая-то. Отличная работа. Вот идет охотник или вот это, да, вон лошади у нас такое же есть, характерное, особенно у нас в Якутии. И небо так, Да, и главное, там засветилось немножко между облаками, вот там снег. Вон какая красота. Здорово. Осенью мы с ней вместе были на этюдах. Вообще, не с ней только, вообще со своими учениками стараюсь быть на этюдах. Очень много пишем этюды, показываем, как надо делать, как подойти к этюдам. Ну, то И есть все вы- начинается с этюдов. Вот, Николай Николаевич, вот здесь большая такая красивая картина. Это ваша работа? Да. В процессе еще, да? Это процесс. Я летом был на Ленских столбах. Напротив Ленских столбов есть там это тоже как кемпинги есть, да, как там Да, красивые такие, да, есть, да. Вот там были. И как раз во время цветения, как Сарданы. Сардан мы были там, да. И я там написал этюды, вон, в то время. Вон, Лена там, вот это. Вот Сардана, да. Ага. А куда потом вы эти работы все? Где храните? Просто Все здесь У храните? себя все хранятся. Это все на холсте, правильно? Это И все на масло, да? холсте, маслом. Вот это давно я писал. Тоже эти, в Улгунехтах я был, вот писал вот это. Там Тойо-Нары есть хорошее местечко. Николай Вот Николаевич, это. у Из вас этих здесь, этюдов, у вас здесь есть такая коробочка, да, интересная. ага. Хотелось бы посмотреть, чем работает народный художник Республики Саха-Якутия, что он использует, какие кисти, какие краски. Интересно будет для тех, кто увлеченно занимается художественным мастерством, да. Вот что вы скажете, кисти, вот сейчас же огромный выбор, да? Огромный выбор кистей. А вы и всё-таки- красок то же самое. Любите варианты какие? То есть используете разные, либо у вас вот свои любимые есть? А у меня как санкт-петербургские краски стараюсь брать. Они качественные и хорошие. Краски это вот Да, эти остальных такие, да? вообще-то, да, краски санкт-петербургские стараюсь брать. А что касаемо кисточек, Кисточек тоже желательно то же самое. то же самое, да? Ага. То есть вот это профессиональные кисти, да? Да, профессиональные некоторые, конечно, уже очень-то вот маленькие были там. Уже старенькие стали, надо выкидывать их. Всякие там. А вообще лучше натуральными кисточками пользуетесь или искусственные? Для масляной живописи обычно, конечно, щетинные кисточки, они пригодны. Щетинные кисточки. И вы вот, значит, садитесь здесь и вот часами проводите возле своей картины, да? То есть детальки Ну, вырисовываете, когда все, время да? есть. Когда время есть, конечно же. И детали, все делаю желательно. А вот здесь Это вы- называется палитра хорошенькая, большая, мне сам сделал. хорошенькая большая палитра. Палитра, ага. Посмотрите, буйство красок здесь, О, да? да, да. Вот здесь цветов. Не очень-то много их вообще-то, да. Ага. Вот этюды, да, это все с этюдов.
Вон, скажем, вот эти, вон стоит. Ага. Когда-то я со студентом был и написал этюд. Вот это, вот там, ботами был я. То есть вы оттуда переносите картину? Отсюда своих этюдов переношу в картину. Вон у меня там хороший этюд, у меня любимый этюд, один из любимых этюдов. Вон там. Это Киргизия, Иссык-Куль. Озеро. Иссык-Куль, ага. Вон та сторона, горы там гималайские, они высокие, снежные, все равно, какая бы ни была жара, все равно снежные. Николай Николаевич, а Красиво, если ага. говорить о вот начинающих, да, вот человек хочет научиться красиво рисовать маслом. Вот с чего нужно начать и вообще как не потерять то самое желание? Вот. Либо как поддержать ребенка, который только начинает. Вот вы видите, что у ребенка есть хорошие такие навыки. Конечно же, сначала же писать, рисовать, чтобы научился. Но это надо учить более профессиональному художнику, стараться учить надо. А то пойдет не по неправильному пути. И начинается обычно с акварели. Ага. И раз начинаешь учить, но к профессиональному подходу стараюсь учить я. Сразу, да. Быстренько пойти... стараться учить профессиональному подходу. Тогда они поймут. А не урывками, как сейчас преподают там, как называется они, передают мастер-классы. Этому все равно ни к нему не научишься. То есть надо их учить, надо просто со светотени. Где тень падает, где полутона тени вот в рисунке, и построение по рисунку. И по акварели там передать, по акварели тоже учить надо к световидению, тонкостях световидения. Световидение, которое свет, который, видимый свет, подчиняется тональности. Это очень трудно учить. Не зря мы учились 10 лет, 11 лет я учился в училище. А вот здесь, вот смотрите, есть такая возможность, вот вы нарисовали, допустим, и вам не понравилось, то есть вы считаете, что нет, здесь цветов не должно быть, или здесь елочка не та. Бывает, да. Это бывает. уже можно исправить или нет? Конечно, исправляешь, все равно думаешь, иногда, скажем, не те цвета беру, Да. скажем, как вы стираете сильнее, как раз? скажем, сильно желто или сильно синевато там. Все, стараться надо к одной какой-то как гамме стираете? привести свою работу, к одному колориту. Тут все, и световидение, и все, и тональность, все есть вот этих Нет, работах. а как стираете-то? Есть что-то, специальное Стирать средство? масляной краской не стирается, она поверх выскабливается. Выскабливается. Выскабливается иногда. Или поверх писать, когда она высохла. А вот здесь, вот, и возвращаясь к вашей ученице, да, Николай Николаевич, вот это набросок, да, потом следующий этап, что вот она, значит, так карандашом, да, или как это правильно? Следующий этап, вот, скажем, вот эта работа моей ученицы стоит, другой ученицы, да? Вот она сделает тоже картину там с лошадьми где-то там на окрестностях города Якутска. Вот, примерно я То есть покажу это вам. следующий этап? Следующий этап, она должна сделать акварелью. Акварелью должна сначала делать там. А потом? Вот с этой работы. Ну, а потом постепенно маслом, масляной живописью. Вот с этих работ будет картина хорошая, там, мне кажется. Но чтобы передать состояние, осеннее состояние, вон луна, скажем. Эй, солнце выглядывает. Бывает и такое, да? Разное бывает. Разные. То есть это достаточно долгий, кропотливый труд, правильно? Да. Я это не допоказал. Самые лучшие работы мне показал своей дочери, последней работы. Нюргянки в Киргизии. Вот это, ладно? Это президентов другой нарисовал художник. Они коллективно съездили. У них-то там тоже были войны в Киргизии. Мы слышим по радио. Она в этих местах была и написала там этюды. Вот моя дочка. Она член правления Союза художников Киргизии. Там она известная художница у себя. Вот это интересная работа. Вот это. Усталость. Смотрите-ка вот это. Это уже как ковид. Ковид. Он устал, человек сидит, устал. Это медик. Ну, отличная работа, кажется. В состоянии время передал.
что там было. Вот она. Вот она написала вот это. Вот 2 работы. Баткенская область. Вот. В сгоревшем селе. О, видишь как. Еще тут были окопы. Николай Николаевич, мы благодарим вас за то, что пустили нас к себе в гости, да, в вашу творческую мастерскую. Мы желаем вам, самое главное, крепкого здоровья, побольше талантливых и благодарных учеников, ну и, конечно, желаем творческого процветания вашим доченькам, потому что вот вы действительно настоящий папа, который сегодня больше показал даже не своих работ, а показал вот работы своих дочерей. А раз уж 3 дочери пошли по вашим стопам, это, знаете, огромный показатель того, что и вы великий художник. Спасибо вам за то, что пришли. И я очень хочу вас тоже, все вот телевидение, все, тоже она показывает еще больше, еще глубже покажите жизнь своего народа, жизнь нашей республики. Это останется историей, останется. Навсегда. Навсегда останется. Историю покажите своей родины. Якутии, России и нашей. Спасибо вам. Спасибо.